День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. И о самых главных из них мы расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы поговорим сегодня. Холод вместо скальпеля. В Национальном центре медицины впервые в истории якутского здравоохранения прошла уникальная операция по новой технологии, где применяется холод до минус 50 градусов. То есть полностью сердце, конечно, замораживаться не будет. Это точечно идет заморозка. С ноября в обязательном порядке на все междугородние и пригородные автобусы должны быть установлены тахографы для контроля режима работы водителя. Повысит ли эта мера безопасность на дорогах? Всего в нашем предприятии на данный момент числится 103 автобуса. Все эти 103 автобуса оснащены так называемым тахографом. Памятники минувшего столетия, ветхие двухэтажные деревянные здания в самом центре Ленска наконец-то снесли. Как преобразится центр города в будущем? В силу того, что необходимо очень большое количество согласований и тому подобное, нам разрешили сносить, это Департамент тыла России, разрешил сносить только в этом году. Молодые семьи повзрослеют и получат ипотеку под 2%. Кто сможет стать участником этой программы в Якутии? Обсуждается вопрос по первоначальному взносу, там какой объем будет, то ли 10%, то ли 20%. Ну и обязательно должны быть граждане России и с пропиской на Дальнем Востоке. Вот основные параметры. Изучать Якутию по пути на работу. В московском метро снова начал курсировать Дальневосточный экспресс. С каким якутским колоритом знакомятся жители и гости столицы в подземке. Мне очень нравится поезд, он яркий, тут много разной полезной информации. И я очень удивилась, когда узнала, что у якутского Деда Мороза вот такой большой головной убор с национальными узорами. Юные футболисты из пригорода Якутска покоряют большие стадионы страны. Расскажем о юных спортивных талантах. Рады, что победили, готовились к игре, разбирали игру с Локомотивом, с тренерами. Все получилось, вот и выиграли. Проблема, которую необходимо решить. Представители поселка Себян-Кюель, где 14 апреля опрокинулся бензовоз, продолжают отстаивать свои права. Глава поселка Таисия Киеметинова встретилась с вице-президентом коренных малочисленных народов Севера Республики и рассказала об этой проблеме. Она отметила, что в поселке Себян-Кюель проживают несколько общин эвенков, и разлив нефтепродуктов повлиял на их здоровье. Напомню, накануне по этому поводу в Министерстве экологии состоялось совещание общественного совета. Факт тот, что работает как большая компания, и она должна отвечать за все, что происходит на территории ее работы. Сегодня вот через наше государственное собрание Илтумен, через наших депутатов федерального уровня, мы опять-таки будем ставить вопрос о том, чтобы в федеральный закон о недрах вернуть норму участия муниципальных органов и местного населения в вопросах разрешения ведения деятельности промышленных компаний. Ну а качеству оказания услуг в сфере пассажирских перевозок, особенно детей, в нашей стране уделяется особое внимание. Поэтому на законодательном уровне вводятся обязательные требования, которые ужесточаются с каждым годом. Какие изменения внесены в последнее время и кого они касаются, узнавала наш корреспондент Сусанна Рожина. Безопасность пассажирских перевозок в нашей стране обеспечивается установками тахографов. С 1 ноября вступили в силу изменения, согласно которым все междугородние и пригородные автобусы должны быть оборудованы этими устройствами. А с 1 июля 2020 года уже все городские автобусы должны быть оборудованы тахографами. Я думаю, общественному транспорту в черте города не обязательно иметь такого. Кинотеатр «Центральный». За пределами города где-то раз. Да, конечно, там безопасность необходима. Но законодатели с этим мнением не согласны. И недавний инцидент с водителем частного маршрута в Якутске, когда мужчине на линии стало плохо, явное тому доказательство. Сейчас тахографы в обязательном порядке должны быть установлены на междугородних и пригородных автобусах. У водителя имеются вот такие карточки доступа, которые регистрируют его режим труда и отдыха. Всего в нашем предприятии на данный момент числится 103 автобуса. Все эти 103 автобуса оснащены так называемым тахографом. Через 28 дней проверяем, вот какой водитель, на карту у нас. И там я на свой компьютер ставлю, и там
какие нарушения водитель сделал, там все выходит. Превышение скорости или отдых водителя, там все показывает. В случае, если междугородний или пригородный автобус не оборудован этим устройством, то вменяются штрафные санкции. Кодексом предусмотрен административный штраф на физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей. Это именно на водителей, да? На должностных лиц от 7 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 15 тысяч рублей, на юридических лиц от 20 тысяч рублей. Но помимо штрафных санкций, перевозчики сами должны за свой счет приобретать, устанавливать данное техническое устройство и каждые 3 года его менять. Ну, для перевозчиков это, естественно, финансовая нагрузка на ее установку, приобретение, калибровку, так называемое приобретение карточек для водителя. Ну, а в целом, как бы, есть постановление правительства и законные лицензионные требования, которые необходимо соблюдать. В республике более 2000 лицензированных автобусов, которые занимаются пассажирскими перевозками, в том числе и междугородние такси. И все они обязаны иметь тахограф. Тем более уже было несколько смертельных ДТП с участием нелегальных такси. Значит, статья 20 дополнилась новыми требованиями для физических лиц по установке тахографов. И помимо этого еще иные требования предъявляются физическим лицам. Безопасность, особенно детская, превыше всего, и никакие финансовые затраты ни предприятий, ни частных водителей не окупят человеческую жизнь. Если применение тахографов заставляет водителей придерживаться скоростного режима и фиксирует все нарушения, и при этом уменьшается количество ДТП, то эти изменения в законе оправданы. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Григорий Охлопков, Якутия. День за днем. Айсен Николаев возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Накануне в Якутске прошла внеочередная конференция. По результатам тайного голосования кандидатуру главы региона делегаты поддержали практически единогласно. В своем выступлении Айсен Николаев отметил, что эта поддержка означает доверие ему и курсу развития республики. Сегодня главная задача для партии – коренное преображение качества жизни россиян. Также назначен руководитель регионального исполкома. Это лидер общественного движения «Я инженер» Владимир Амосов. Стоит отметить, что еще 24 октября Дмитрий Медведев утвердил 13 глав регионов на исполнение полномочий секретарей региональных отделений партии «Единая Россия», в том числе и Айсена Николаева. Партия должна снова научиться говорить с людьми, не бояться народа, не отвечать на прямые вопросы, как бы тяжелые ответы не были, но об этом надо открыто с народом говорить, вместе искать пути решения самых острых проблем, которые десятилетиями в нашей республике и в нашей стране копились. Тем временем якутские врачи научились применять холод на практике для лечения больных аритмией. На неделе в Национальном центре медицины впервые в истории якутского здравоохранения прошла уникальная операция по новой технологии, где применяется холод до минус 50 градусов. Напомним, сегодня в нашем регионе более 15 тысяч человек имеют диагноз аритмия. Теперь же этот недуг можно победить с помощью холода. Более подробно рассказывает наш корреспондент Дмитрий Тимыров. Сейчас мы находимся в одном из операционных блоков Национального центра медицины, где по данной технологии проводится хирургическое вмешательство для лечения больных с аритмией. Но уникальность данной операции заключается в том, что это не только сокращает время проведения хирургического вмешательства, но и сокращает время реабилитации самих пациентов. Только за последние сутки врачи здесь провели сразу несколько операций. На сегодняшний день мы планируем вообще в эти дни, в 3 дня выполнить 12 процедур, из которых 6-я процедура идет вот прямо сейчас. Если раньше во время проведения операции по технологии прижигания катетерной абляции уходило до 2–2,5 часов, то сейчас с применением новой технологии время сократилось в разы. Пациенту под местной анестезией выполняются небольшие проколы в бедренной вене, иногда в шее. В полость сердца заводятся специальные диагностические электроды. Выполняется диагностика, пациент находится в сознании. Мы находим необходимые патологические очаги аритмогенные и применяем методику или радиочастотной аблации, или криоаблации. Получается, путем применения холода минус 45, минус 50 градусов прижигает зоны сердца, которые пускают нежелательный ритм для функционирования органа.
То есть полностью сердце, конечно, замораживаться не будет. Это точечная идет заморозка определенных этих точек, которые пускают нежелательный ритм, да, сердца. Ткань сердца омертвляется, и тем самым прекращается проведение по этим пучкам очагов возбуждения. Наш регион ранее больных с аритмией направляли в центральные медицинские учреждения страны. В 2014 году провели первую операцию по технологии радиочастотной абляции. И с тех пор больных с аритмией начали лечить и у нас. Мы начинали в 2014 году, брали 20 человек, потом постепенно 30-40 человек. В этом году у нас 60 пациентов всего. И вот сегодня наши врачи начали применять на своей практике холод, что позволяет им увеличить квоту на лечение больных с аритмией. Только за сутки путем применения новой технологии врачи могут прооперировать до 3-4 пациентов. Сегодня после операции как себя чувствуете? Хорошо. У вас какой постельный режим или уже можете ходить, вставать? Постельный режим до 3-4 вечера. Потом снимут повязки, через которые входили эти катетеры. И можно завтра радовать людей своим присутствием. Вот так быстро после операции уже на 2-3 день пациентов отпускают домой. В будущем, как отмечают врачи, процент выполнения таких операций будет только расти. До конца этого года через хирургические столы должны пройти около 60 пациентов с аритмией, которым будет оказана помощь путем применения холода. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутия. День за днем. Узнать интересные факты о Якутии по дороге на работу. Теперь такая возможность есть у москвичей. В столичном метро снова запустили именной поезд «Дальневосточный экспресс». Его стены украшены стендами с информацией о регионах Дальнего Востока. Есть вагон, полностью посвященный и нашей республике. С каким якутским колоритом знакомятся жители и гости столицы в московской подземке и зачем вообще нужны такие проекты, узнавал Максим Кардозу. Ну и здесь, конечно, наш Чисхан. 1-2 декабря начинается у нас фестиваль «Зима», начинается с Якутии. И наш хранитель холода Чисхан будет передавать всероссийскому Деду Морозу ключи от зимы. На стенах Дальневосточного экспресса действительно много интересной и познавательной информации. Здесь можно узнать о вечной мерзлоте, мамонтах, дальневосточном диктаре, о камчатских гейзерах, обо всем, чем славится самый восточный и большой федеральный округ. Ну, на мой взгляд, для пассажиров, тем более на кольцевой линии, это основная масса вокзалов, да, поэтому не только москвичи, но и гости столицы могут познакомиться со всей информацией, которая поступает. Мне очень нравится поезд, он яркий, тут много разной полезной информации, и я очень удивилась, когда узнала, что у якутского Деда Мороза вот такой большой головной убор с национальными узорами. Это очень необычно. Я вообще не знала, что в Якутии есть свой Дед Мороз, а тут вот такое небольшое открытие. И вообще мне очень нравится регион Якутия. Я очень хочу туда поехать. Такая мобильная реклама Дальнего Востока, уверен в том, что она хорошо воспринимается людьми. Знаю об этих отзывах и надеюсь, что и в этом году наш Дальневосточный экспресс будет помогать москвичам и гостям добраться до дома, до работы, и по дороге они будут иметь возможность ознакомиться с достопримечательностями Дальнего Востока России. Рассказывать о Дальнем Востоке действительно нужно. Для многих россиян территория за Уралом уже будто космос. А что знаете о Дальнем Востоке? Дальний Восток. Я боюсь... Там много рыбы. Да, там много рыбы, но там очень дорого, жизнь дорогая. Там ничего не растет, наверное, то, что растет у нас. Ну, в плане там огурцы, помидоры, что-нибудь, чеснок. У меня есть несколько знакомых из Якутска. Вот, рассказывали, что это очень интересное, вообще совершенно не похожее на Москву место, и что там дома стоят на сваях, и что там вечная мерзлота и безумно суровые зимы. Этот Дальневосточный экспресс, третий по счету, который выходит на кольцевую линию московского метро. Первый запустили еще в 2017 году, и нынешний новенький состав отличается от своих предшественников.
Главной особенностью этого Дальневосточного экспресса являются вот такие селфи-поинты. Они расположены в последнем и первом вагонах. Здесь каждый пассажир может сфотографироваться, сделать селфи с обитателями Дальнего Востока. Также еще одной особенностью этого Дальневосточного экспресса является большой дальневосточный квест. Посмотрите, можно скачать такой QR-код и поучаствовать в онлайн-викторине. Главные призы здесь – это путешествие по Дальнему Востоку. Ну, один из призов – это поездка в Якутию на праздник ЭСЭХ на 2 человек, туда и обратно. Поэтому есть за что побороться. Я думаю, что это очень хорошая традиция, которая родилась здесь, в Москве. Она сближает наши разные концы страны. Тематический поезд открыл Дни Дальнего Востока в Москве и будет курсировать еще полгода. За это время, по данным экспертов, фирменный состав сможет рассказать об уникальной истории, природе и достопримечательностях Дальнего Востока 3 миллионам людей. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении программы. До какого возраста теперь семья будет считаться молодой и кто сможет получить льготную ипотеку? Ветхие двухэтажные деревянные здания в самом центре Ленска наконец-то снесли. Что будет с историческим центром в будущем? Мы продолжаем. На беспрецедентные меры по улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке и в частности в Якутии пошли власти в очередной раз. Предложено увеличить возраст так называемой молодой семьи и дать такой семье возможность приобрести практически без переплаты с помощью льготного ипотечного кредитования жилье. Все подробности узнаем у моего коллеги Сергея Михедова. Еще в сентябре в ходе Восточного экономического форума Владимир Путин согласился запустить на Дальнем Востоке специальную ипотечную программу. Ставка в 2% годовых для молодых семей – беспрецедентное решение. Кто попадает под эту программу в Якутии, об этом расскажем прямо сейчас. Для начала выясним, кто такая молодая семья. В данный момент молодой считается семья, если оба супруга еще не достигли возраста 35 лет. А между тем, предельный возраст молодых семей для участия в федеральной программе «Жилище» планируют увеличить с 35 до 40 лет. На этой неделе Минстрой России внес соответствующий проект постановления правительства. Основной причиной пересмотра возраста участников этой программы стало время. Люди встают в очередь, годами стоят в ней. В итоге в 36 лет становятся немолодыми для участия в программе. А спрос на участие просто колоссальный. На сегодняшний момент у нас более 3000 семей в этой программе, а вообще объем тех наших молодых жителей, которые рассчитывают на эту меру поддержку, более 7000. Поэтому, безусловно, конечно, это огромный шаг на пути того, чтобы молодые наши семьи получали возможность комфортных условий для проживания. По статистике ЗАГСа, ежегодно в Якутии заключается от 6 до 8 тысяч браков. Например, в 2017 году было заключено 6881 брак. К тому же в республике увеличилось количество браков, где у пар есть большая разница в возрасте. 60% браков в Якутии – это первые браки обоих супругов, 40% – повторные, 15% – повторные у обоих супругов. Причем чаще второй раз замуж выходят женщины – их 14%, реже женятся мужчины – 11%. Сегодня средний возраст женихов колеблется от 25 до 29 лет. Невеста же предпочитает выходить замуж в 20-24 года. Даже с 30 до 40 лет, допустим, это очень небольшой процент, где-то 10%, может даже чуть меньше. А вообще в последние 5 лет у нас снижается количество регистрации брака. Вот если сейчас брать актуальные цифры, за 9 месяцев этого года и 9 месяцев прошлого года у нас уже идет снижение где-то на 380 пар меньше зарегистрировали браки. Подписание постановления о запуске программы по 2% ипотеку намечено на 15 декабря. И ни для кого не секрет, что она направлена в том числе и на разгрузку уже действующих программ поддержки молодых семей на Дальнем Востоке.
Мы обязательно расскажем, как решится вопрос, ведь стартует программа уже в январе. Теперь переходим к уже известным параметрам для участия. Во-первых, это молодые семьи, пока укажем возраст до 35 лет. Максимальная сумма кредита составляет 6 миллионов рублей. Максимальный срок на погашение ипотеки – 20 лет. Что касается целевого назначения кредита, то это приобретение жилья в новостройке, либо на строительство собственного дома, в том числе и на оформленном дальневосточном гектаре. Обсуждается вопрос по первоначальному взносу, там какой объем будет, то ли 10%, то ли 20%. Ну и обязательно должны быть граждане России и с пропиской на Дальнем Востоке. Вот основные параметры. Что касается списка банков-участников для этой программы, то этот вопрос на стадии обсуждения. Главной целью данной программы является привлечь на Дальний Восток людей с образованием, квалифицированных кадров, отметил президент. И несмотря на множество еще нерешенных вопросов, ипотека под 2% в Якутии точно будет востребована. Хорошая идея. 2%, это не 25%. Слышали, да? Ну, 2% вполне нормально. Всегда положительно, когда снижается процентная ставка на ипотеку. Также стало известно, что для якутян будет доступна ипотека под 0,1% для строительства на селе. Это станет возможным благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Ее реализует Министерство сельского хозяйства, и она начнет работать с января следующего года. Из федерального бюджета на реализацию программы выделят 1 триллион рублей на 5 лет. Еще 1 триллион покроют региональные власти и частные инвесторы. Сейчас в данной программе участвуют Сбербанк и Россельхозбанк. Федеральный бюджет субсидирует до 3%, а региональный – 2,9%. На выходе эта ставка будет для сельских жителей 0,1% ипотеки. Там нет ограничений по возрасту. Любой житель может взять любого возраста. Самое основное условие – это первое. Это дома должны строиться в селе, в сельской местности первое. И второе, там тоже первичка. Тоже в сельской местности. Вопросы идут по первичному взносу, да, первоначальному взносу. Но в целом вот такая программа уже работает. Тоже реализация будет с января месяца данной программы. Вот эту программу уже официально Министерство сельского хозяйства анонсировало. А вот Ленск тем временем преображается. Старые здания, по поводу которых ленчане высказывали немало претензий к органам местной власти, наконец-то сносят. Памятники минувшего столетия, ветхие двухэтажные деревянные здания в самом центре города, как бельму на глазах преображающегося Ленска, где каждый год появляются новые современные новостройки. К тому же два здания бывшей милиции и Народного суда располагались рядом с образовательными учреждениями, представляя опасность для школьников, которые собирались в полуразрушенных строениях и уже даже устраивали поджоги. Об этом материал далее. Жители окрестных домов, чьи дети гуляли вблизи этого здания, родители учеников третьей школы, чей путь лежал мимо разрушенной двухэтажки, постоянно били тревогу. Наталья Сидоркина, которая помимо руководства школы возглавляет корпус районных депутатов, была одним из главных инициаторов сноса бывшего здания милиции. Мы на протяжении последних лет, во-первых, писали очень много писем школой и в адрес правоохранительных органов, в адрес исполнительной власти, и в адрес прокуратуры. И в последнее время к решению этого вопроса подключился депутатский корпус. Я знаю, что работали активные правоохранительные органы тоже, и РУВД, и прокуратура, и глава района очень активно работал и выезжал в Якутск по этому вопросу. И вот общими усилиями наконец-то эту проблему удалось решить. Проблема заключалась в том, что здание находилось в федеральной собственности, а Москва добро на снос не давала. Решение по сносу данного здания было принято в 2015 году, да, но в силу того, что необходимо очень большое количество согласований и тому подобное, вот, нам разрешили сносить, это Департамент тыла России разрешил сносить только в этом году. Но снос производим так, как лимитов не было. Вот с предприятиями города у нас договоренность была, что и мы вот как бы своими силами совместно с предприятиями города производим снос этого здания. В начале осени радостное событие наступило для руководства школы номер 3 и родителей учеников. Бывшее здание милиции снесли и вывезли останки буквально за несколько дней. Наконец-то возле нашей школы снесли бывшее здание полиции. Мы и дети, и педагогический состав, и родители бесконечно этому рады, потому что в последнее время это было очень больным вопросом.
Обрадовал этот факт и жителей окрестных домов, да и просто неравнодушных граждан. Действительно, там ребятишки лазили, там они и падали, и убивались, там, ну, в смысле, это... И горки там с обоих сторон были, они там что творили, и дорога рядом. Очень даже хорошо, что снесли. Еще бы убрали хорошо, и как-то сделали бы там проход или как, ну вот. Благоустроили. Да, благоустроили, чтобы очень хорошо. Если здание разрушено, то надо следить за ним, конечно. Ну, как бы не допускать попадания там людей, там, ну, чтобы там не поджигали или что-то еще. За то, что старые дома и здания необходимо сносить, борются многие ленчане, особенно те, которые живут возле этих, получивших в народе название «заброшенок». Ну, очень хорошо, что снесли эти здания, потому что там постоянно маленькие дети играли, мало ли что-нибудь подожгут, поранятся, еще что-нибудь с ними случится. Так что очень положительно отношусь к сносу этого здания. Старые дома надо сносить, новые надо возводить. Подобная ситуация, как со старым зданием милиции, сложилась и с бывшим нарсудом по улице Якутской. Но буквально на днях ограничение движения по этой улице ознаменовало начало работ по сносу. На сегодняшний день снесено уже половина здания. Я так полагаю, что закончим где-то дней через 5-7 максимум. Само собой, то есть будет чистая земля. К сожалению, администрация не поставила мне в известность, что будет после. Тяжелая техника здесь орудует уже вторую неделю. В ближайшие дни здание будет разобрано. Подрядчик обещает оставить после себя чистую разровненную площадь. Что появится на месте снесенных строений, пока неизвестно. Территория, как и находящееся на ней здание, является федеральной собственностью. Процедура передачи в район или город займет время. Конечно, все хотят видеть на опустевших площадях что-то полезное и нужное. Мы бы, конечно, хотели, чтобы нам, например, построили здесь здание начальной школы, потому что мы работаем в 2 смены, и не предвидится, например, переход пока в 1 смену, потому что мы переполнены. Но насколько это реально, я не знаю. Но, по крайней мере, надо учитывать, что это центр города, что здесь очень хорошая транспортная схема. То есть нужно сделать то, что будет очень доступно, очень красиво и очень полезно. Но прежде всего, наверное, для жителей нашего города. Но что бы ни построили на этих территориях, в любом случае это будут современные объекты инфраструктуры в каменном варианте, которые будут служить ленчанам не 1 десяток лет, как их предшественники. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Сейчас мы вновь ненадолго прервемся и смотрите далее в нашей программе. Гарантия конституционных прав и идентичность российской нации. В Москве прошло заседание Совета при президенте России по русскому языку. Инспекторы ГИМС и сотрудники МЧС в Аймиконском районе проверяют ледовые переправы. Мы продолжаем. Паромная переправа Якутск-Нижний Бестях закроется к 25 ноября. Об этом сообщил глава Минтранспорта Республики Александр Тарасов. Он добавил, что с ледоставом откроются переправы для наземного транспорта. Добавлю, что переправа Хатасы-Павловск регионального значения, как правило, начинает действовать во 2-й декаде ноября для автомобилей массой до 3 тонн. С последующим укреплением льда допустимая нагрузка на ось повышается. Несмотря на то, что крепких морозов еще толком не было, и там, где водоемы уже хоть и покрылись льдом, не везде пребывание на нем безопасно. Любители зимней рыбалки уже вовсю активизировались и, рискуя своей жизнью, выходят на неокрепший лед. Инспекторы ГИМС и сотрудники МЧС в Аймиконском районе проверяют ледовые переправы. На одном из рейдов побывала и наша съемочная группа. В совместное патрулирование по ледовым переправам сегодня выехали представители административной комиссии района, МЧС и ГИМС. Регулярная работа позволяет узнать места возможных нарушений. Вот и сейчас группа обнаружила любителей подледной рыбалки, кстати, настроенных очень недружелюбно. Лучше вы нас хотите прогнать? Нет, мы не хотим. А ну вперед съездите, вас там сразу со льда выгонят. Махом выгонят, честно. Вот еще одно место обнаружено несанкционированного выезда на лед. Сами можете наблюдать, что еще река полностью не встала. Есть опасность провала автотранспорта под лед. Значит, администрации поселковой, поселок Уснера, будет направлено предписание
о выставлении запрещающих знаков и заградительных сооружений до полного восстановления льда и официального открытия ледовых переправ и автозимников в Аймиконском районе. Здесь же на месте составлены протоколы, вручены предписания и листовки, проведены беседы. И еще один выезд обнаружили участники рейда. Правда, никого не задержали, однако по следам видно, что здесь не раз проезжали машины, несмотря на установленные запрещающие знаки. Несмотря на запрещающие знаки, видим, что транспорт все-таки проходит по этому автозимнику, не готовому, не подготовленному, что создает опасность провала автотранспорта под лед. Однако, сколько ни говори, всегда найдется такой смельчак, которому море по колено, да еще и приятелю говорит. А тонкий лед, как известно, ошибок не прощает. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Усть-Нера. Ну а мы продолжаем знакомить вас с тем, о чем пишут газеты, выходящие в разных районах нашей республики. О самом интересном расскажем прямо сейчас. В этом году школа номер 5 поселка Ленинского Алданского района отмечает свой 90-летний юбилей. Самым первым директором школы был Арский. История не сохранила имени этого человека. Он был просто товарищ Арский. В газете «Алданский рабочий» вы найдете материал к юбилею школы. Также газета пишет об алданском ансамбле балалаишников «Баланс», который привез в Якутию из Санкт-Петербурга престижный приз турнира, который проводит знаменитый музыкальный коллектив «Терем-квартет». 4 ноября в актовом зале Южно-Якутского технологического колледжа состоялась долгожданная премьера полноформатного фильма от режиссера Сергея Козюры «Эхо станового хребта», который был снят по следам уникальной одноименной пешеходной экспедиции. Фильм стал вторым по счету в рамках проекта «Хранители легенд», авторами которого является команда нерюнгринских путешественников под руководством Дмитрия Болоткова. Об этом материал в газете «Индустрия Севера». В Ленске состоялась ярмарка местных сельхозпроизводителей. Об этом сообщает газета «Ленский вестник». Жителям удалось приобрести свежее мясо, колбасы, мясные полуфабрикаты и овощные заготовки. По традиции, во время таких ярмарок выбирают лучших сельхозпроизводителей. Кто стал победителем в этом году, можно узнать на страницах газеты «Ленский вестник». А еще в Ленске на протяжении многих лет работает центр йоги Ларисы Рязанцевой. Занятия йогой пользуются большой популярностью среди населения. Совсем недавно здесь был запущен проект «Мир без границ», в рамках которого открылась группа для людей с ограниченными возможностями, для которых занятия проходят совершенно бесплатно. Районный молодежный фестиваль национальных культур «В семье единой» прошел 2 ноября на базе Светлинского индустриального техникума. Уже 6-й раз по устоявшейся традиции поселок Светлый принимает участников фестиваля со всего Мирнинского района в возрасте от 14 до 35 лет. Как прошел фестиваль, читайте в газете «Мирнинский рабочий». Также газета освещает деятельность компании «Алроса», которая подвела итоги международного аукциона по продаже алмазов специальных размеров более 10,8 карата, который проходил в Дубае. Суммарная выручка от продаж превысила $7 миллионов. О состоянии дел в отделе органов внутренних дел по Алекминскому району рассказывает на страницах газеты «Алекма» Алекминского района временно исполняющий обязанности начальника Леонид Григорьевич Савинов. На фоне разговоров об обязательном чипировании собак состоялся рейд административной комиссии по выявлению безнадзорных животных при участии заместителя главы поселка Депутатский Алексея Кычкина. О результатах рейда можно узнать на страницах газеты «Заря Яны», выходящей в Усть-Янском районе. А о том, как в Абыйском наследии в целях сплочения, единения населения, благотворительной помощи нуждающимся односельчанам и привития подрастающему поколению навыков сельского труда, прошел уже ставший традиционным праздник труда Мус-Кюллей, пишет газета «Хатугу Кыым» Абыйского района.
Русский язык – это то, что сохраняет общность многонациональной страны, гарантирует конституционные права, идентичность российской нации. Об этом говорил Владимир Путин на заседании Совета при президенте России по русскому языку. Он отметил, что, несмотря на давление на русский язык, необходимо его сохранять и защищать. О чем еще шла речь на заседании и какие сегодня есть в этой области проблемы, расскажет Саргалана Захарова. Могучий велик русский язык. Язык Пушкина, Толстого, Достоевского. Язык, который объединяет сотни народов, живущих на необъятной российской земле и за ее пределами. Сохранять его – дело каждого. Владимир Путин отмечает две главные задачи, стоящие перед государством. Необходимость обеспечить общий уровень грамотности граждан России и поддержка русскоязыковой среды за рубежом. И, кстати, о втором наш Северо-Восточный федеральный университет выполняет не последнюю в этом роль. Сегодня в заведении учатся больше 300 иностранных студентов. Это представители 38 стран, в том числе из дальнего зарубежья. Все они изучают русский язык, многие с нуля. Здесь в связи с политикой российского государства, значит, где говорится о том, что больше иностранных студентов должно быть в российских вузах, так? И эта политика уже реализуется, и к нам эти ребята приезжают. Для них русский язык – это, конечно, очень, с одной стороны, это большая трудность, но это их будущее, это их карьера, так? Сталкиваются с трудностями в изучении языка, даже находясь в языковой среде. Довольно часто грамматическими и орфографическими ошибками пестрят рекламные баннеры, объявления, и бывает, проскальзывают они даже в печатных изданиях. В решении этой проблемы должны сыграть свою роль как преподаватели, так и средства массовой информации. Свою роль должны сыграть и средства массовой информации. Речь здесь как о создании и продвижении соответствующего контента, так и об уровне, состоянии, самой культуре русского языка в российской медиаотрасли, включая новое цифровое пространство. Глава государства поручил начать подготовку единого корпуса словарей и справочником с нормами литературного языка. Им обязаны будут пользоваться все, начиная со СМИ, заканчивая представителями госструктур. При этом нельзя допустить упрощенчества в пунктуации и орфографии. Вспомним последние примеры, когда допустимым стал средний род для кофе или когда договор превратился в договор. А насколько грамотно говорит наше население? Мы выбрали несколько слов с наиболее распространенными ошибками в ударении и решили провести опрос на улицах Якутска. Звонит, торты, поняла. Звонит, торты, поняла. Одновременно о шкафе принудить. О шкафе принудить. Одновременно. Звонит, торты, поняла. Одновременно. О шкафе принудить. Звонит, торты, поняла. Одновременно о шкафе принудить. Звонит, торты, поняла. Одновременно о шкафе принудить. Ни один из участников опроса не смог произнести правильно абсолютно все слова. Проблемными остаются «звонит», «поняла», «принудить». Но все же правило есть правило, и эти слова входят в школьную программу русского языка. Тем временем учителя сетуют на ограниченный словарный запас у детей. Причина, по их мнению, кроется в пресловутых гаджетах. Дети практически не общаются, слишком много времени проводят в играх. А если и читают, то выбор падает не на классиков, а на короткие посты в социальных сетях, написанных на сленге. Дети уделяют слишком много внимания играм, развлечениям и абсолютно не читают. Многие дети, даже сейчас младшие школьники, используют в своем обиходе просто иноязычные слова. То, что они прочитали в каких-то статьях кратких, то, что они услышали на канале YouTube. Но как быть и как учить детей правильному литературному слову, если это сегодня может преследоваться законом? Да, именно так. Согласно закону о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в немилость попали такие произведения классиков, как «Тихий Дон», «Мастер и Маргарита», «Преступление и наказание». Теперь на них маркировки +16 и +18. Причина – наличие в них нецензурной брани и сцен насилия. При этом произведения сохраняются в едином госэкзамене. Запрещенку нельзя читать, но отвечать на вопросы придется.
Чтобы избежать этой дилеммы, готовит законопроект. В нем будут прописаны книги, с которых исчезнет маркировка с возрастным ограничением, либо список обобщится до понятия «входят в школьную программу». К слову, о неоднозначных решениях на заседании всерьез задумались о необходимости вернуть специалитет для учителей русского языка. Как показала практика, бакалавров берут на работу неохотно, а в магистранты идут не все. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и смотрите далее. Юные футболисты из пригорода Якутска покоряют большие стадионы страны. Не сдаваться и одержать победу, как житель Мирного справился с тяжелым онкологическим заболеванием. Ну а мы продолжаем программу. Уходящая неделя оказалась довольно богатой на различные новости, хорошие и не очень. Вкратце расскажем о самых, на наш взгляд, важных и интересных событиях. Проект нацпрограммы развития Дальнего Востока внесен в правительство России. Документ должен обеспечивать темпы экономического роста, повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского, а также остановку миграционного оттока. Ожидается, что мероприятия, определенные в программе, позволят увеличить объем дальневосточного экспорта в 1,5 раза, нарастить долю несырьевого экспорта до 40% и обеспечит поступление в экономику макрорегиона не менее 115 триллионов рублей инвестиций. А вот проект строительства мостового перехода через Лену должен быть утвержден уже в следующем году. Об этом заявил глава республики Айсан Николаев на встрече с жителями села Табага, где обсуждались 4 варианта строительства моста. Рассмотрев каждый вариант по отдельности, участники встречи пришли к единому мнению и был выбран самый оптимальный вариант, который Айсан Николаев будет защищать уже на федеральном уровне. Я еще раз говорю, я просто хочу сейчас заручиться вашей поддержкой, потом уже, когда все эти проекты пойдут, мы же все равно сюда приедем. Проектно-сметная документация, когда будет, уже будем показывать, рассказывать, чтобы мы с вами тогда, ну, чтобы разногласия не было, как будто первый раз друг на друга не глядели, чтобы вы нам не предъявляли, чтобы мы вам чего-нибудь такого тоже нового не выкатили, да? Чтобы все было решено так, как вот оно задумано. Да, вот это вот вариант самый. Конечно, это более человеческий вариант. Потому что он постоянно подмывает. И мы, вот я Кирилл Ильич попросил, чтобы мы все-таки все до кладбища все укрепили. Да. Чтобы у нас этот вопрос, ну, раз и навсегда решился, и мы больше с ним уже не решим. На этой неделе свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов внутренних дел. На праздничном мероприятии, посвященном Дню полиции, которое прошло в столице республики, министр внутренних дел по Якутии Владимир Прокопенко заявил, что в Якутии отмечается один из самых низких уровней преступности среди субъектов России и Дальнего Востока. А в этом году якутское ведомство отмечает 101 год со дня основания. Преступность у нас самая низкая по России и ниже по Дальневосточному федеральному округу. На сегодняшний день я хочу отметить, что по многим результатам работы мы вошли в десятку лучших субъектов Российской Федерации. Это по раскрываемости преступлений, по направлению преступлений, по направлению уголовных дел в суд. Также по интернет-мошенничеству мы вошли в десятку и занимаем 8-е место по России. В столичной мэрии продолжаются обыски. Следственное управление Следственного комитета по Якутии провело обыски в главном архитектурно-планировочном учреждении. Это касается расследования уголовного дела в отношении бывшего замглавы Якутска Василия Гоголева. Напомню, что чиновнику ранее предъявили обвинение в получении взятки в виде имущественных прав на недвижимость от коммерческого предприятия на сумму 114 миллионов рублей. Не так давно республиканский онкологический диспансер в Якутске включен в проект федерального бюджета. Строительство онкологического центра с поликлиникой на 210 посещений, стационаром на 180 коек уже началось на средства республиканского бюджета. А чтобы обеспечить будущий онкоцентр высококвалифицированными кадрами, Северо-Восточный федеральный университет, ученый совет медицинского института и республиканский онкодиспансер открыли образовательную площадку. Теперь будущие якутские онкологи будут проходить обучение на новой кафедре. Для университета это первый опыт открытия кафедры на базе лечебного учреждения. И теперь все студенты медицинского института, специальность которых подразумевает изучение онкологии, будут обучаться именно здесь.
Пройдя через такое практикоориентированное обучение, я очень надеюсь, что Якутский республиканский онкологический диспансер будет очень способствовать хорошей профориентации для того, чтобы студенты уже на 4-м, на 5-м курсе приняли решение выбрать специальность онколога. Ну а историю о молодом парне, которому удалось перебороть тяжелый онкологический недуг, расскажет наш корреспондент из Мирного Марфирина Алексеева. Глядя на этого молодого человека, сложно поверить, что он пережил тяжелую болезнь. Будучи 6-летним мальчиком, у Романа обнаружили быстро растущую онкологическую опухоль. Было решено незамедлительно отправить Рому в Новосибирск. Около месяца просто они решали, что со мной делать. Там консилиум целый собирался. И решили, в общем, сделали операцию. Операция сложная была, 5 часов она шла. С остановкой сердца это было. Меня потом реанимировали, потом в реанимации 3 дня лежал, и потом в палату перевели. Операция прошла успешно. Бабушка вспоминает, как на протяжении нескольких лет мальчик вообще не снимал майку, боялся огромного рубца. На зеркале боялся смотреть майки, купался. Трогать его боялся, чтобы еще кто-то другой трогал, так тем более. Я и сейчас даже, когда ко мне кто-то подходит, трогает, я чуть-чуть дергаюсь, неприятно, потому что привычки. И на УЗИ хожу тоже как на с трудом хожу туда, там тоже трогаю же. Сейчас в семье пытаются не вспоминать о болезни. 2 раза в год Роман проходит обследование у онколога. После пережитого Рома твердо решил посвятить свою жизнь здоровью и спорту. Нелегкие воспоминания оставили след. Парень немногословен, дорожит временем и дружбой. Все ради чего-то бросали, а он нет, он оставался со мной. Пример могу привести, когда ребята шли на день рождения, меня позвали, и потом сказали, не пойдешь, ты не пойдешь. Но я, конечно, обиделся, ушел. Рома тоже отвернулся от них и пошел со мной. Когда с деньгами тоже, с денежными проблемами у меня очень сильно было. Я не помню, какой пример, но он мне тоже помогал выручить с деньгами. Я тоже помогаю, как ему могу. Он верный друг, на него можно положиться так. Сейчас Роме 19. С 10 лет с друзьями начали заниматься спортом. Сначала на брусьях во дворах, теперь пауэрлифтингом и бодибилдингом. И здесь не без сложностей. Ежедневно на тренировках парень борется со своим организмом. Работали над прессом, да, у него свело его. Я спросил, что такое. Он сказал, что болит шов. Я спросил, что за шов. И он ответил, что была операция, у меня был рак, и его удалили. Эту опухоль, и теперь с тех пор сводит пресс. Было принято решение убрать это упражнение из программы, и мы немножко видоизменили, то есть работу над телом, над силовыми показателями. Весной в Якутске пройдет дальневосточный чемпионат по бодибилдингу. Сейчас Рома усиленно готовится к первым в своей жизни масштабным соревнованиям. Да, теперь вообще комплексов нету. Я готов вообще на сцене кому угодно показывать. Комплексов нету уже. У Ромы есть цель – стать фитнес-тренером, мотивировать и привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей. В будущем я хочу подавать всем пример того, что нет ничего невозможного. Можно любую ситуацию обойти. И даже несмотря на то, что проблемы были со здоровьем, помогать таким же людям, которые были такие же ситуации, как у меня. И всем тем, кто будет нуждаться в этом. То есть он поборол болезнь, и она, наверное, послужила даже наоборот толчком для его развития. И сейчас он показывает прекрасные результаты. Практически при любом противопоказании можно заниматься и нужно любым видом спорта практически. Роман уже близок к цели. На данный момент парень проходит онлайн-обучение на тренера, а в следующем году планирует поступить на очное обучение в Новосибирской академии. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев. Якутия. День за днем. Как гром среди ясного неба, на этой неделе появилась информация, что Комитет международных спортивных игр лишил Монголию права проведения детей Азии в связи с невыполнением обязательств. Отмечу, что с августа идет соответствующая процедура отмены игр. Они должны были состояться в Улан-Баторе в сентябре 2020 года. Главной причиной начала процедуры отзыва о правопроведении игр в Улан-Баторе является это несоответствие Монголии к тем требованиям, которые
вынесены для проведения, для организации игр, неисполнение обязательств именно по взятыми монгольской стороной по вопросам организации и проведения игр, начиная от составления спортивной программы. На сегодняшний день не готова и, на наш взгляд, и навряд ли успеется строительство тех объектов, которые были анонсированы, также подготовка мест проведения, мест размещения, отдаление от тех намерений, которые были монгольской стороной озвучены при заявке, именно к тем стандартам, которые на сегодняшний день имеются по организации и проведению игр «Дети Азии». Тем временем на сайте Олимпийского комитета Азии была опубликована информация, что вместо международных игр «Дети Азии» Монголия примет первые международные молодежные зеленые игры, поддержанные ЮНЕСКО и Организацией Объединенных Наций. Игры будут проходить в Улан-Баторе с 13 по 19 сентября 2020 года. Монгольские коллеги поступили некрасиво, потому что мы об этом узнали, а также из средств массовой информации. Соответственно, на разъяснение на сегодняшний день нами не получен ответ. Но так как это первые зеленые игры, честно говоря, нам не знакома концепция даже проведения этих игр. И также я думаю, что и коллегам из других стран эти игры впервые. И для проведения первых таких игр, лично мое мнение, это очень поздно для начала анонсирования и привлечения этих игр, для того, чтобы провести их на хорошем уровне. А воспитанники якутской детской футбольной команды «Пульс» сейчас играют за ведущие клубы юношеской футбольной лиги России. Артем Соколов играет в составе столичной команды Чертанова. В последней игре первого круга они одержали победу над «Локомотивом» и ушли на зимний перерыв в качестве лидера турнирной таблицы. Все подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. К матчу 13-го тура юношеской лиги команда Чертанова подошла в качестве лидера, набрав 32 очка, опережая ближайшего преследователя на 7 пунктов. Несмотря на солидный отрыв, перед командой стояла задача одержать победу, с которой они справились и закончили матч со счетом 4-2. Очень тяжелая игра, соперник был настроен, так как после поражения 3-0 определенная мотивация у них была выиграть наш, но стерпели, немножко пришлось потерпеть, в итоге счет на табло. Внушительный вклад в победу своей команды внес якутский футболист Артем Соколов, который за один только первый тайм отличился 2 голевыми передачами. Артем Соколов тащит мяч вперед, под ним открывается получение положение вне игры, момент, удар! Рады, что победили, готовились к игре, разбирали игру с «Локомотивом», с тренерами. Все получилось, вот и выиграли. Это, конечно, хорошо, что с таким отрывом уходим с первого места. И, победить, конечно, задача у нас. Выйти в Лигу чемпионов. Это не первый матч, в котором Артем напрямую влияет на исход встречи. Так, в матче отборочного турнира к юношескому чемпионату Европы он забил 2 мяча в ворота сборной Швейцарии. Благодаря его дублю юношеская сборная России вышла в элитный раунд турнира. Настраивались, как и на все игры, потому что если бы проигрывали, то не смогли бы попасть в элитный раунд. Настраивались, разбирали соперника. Вышли, получилось забить 2 гола. После этого, конечно, эмоции большие были. Все рады, что смогли пройти в элитный раунд еще и с первого места. Не такой большой шанс был, но попытались и сделали его. Вся команда, я думаю, здесь все бились, поэтому я не могу себя как-то выделить. Впервые Артем был вызван в национальную сборную в феврале прошлого года. Тренеры сразу приметили талантливого парня. Артема я уже знаю очень продолжительное время, потому что я работал до сборной в Чертаново и видел его игру постоянно. Он был на виду, был один из, так скажем, игроков креативных, которые думают, играют на поле, наверное, получают удовольствие от этой игры. И когда став старшим тренером сборной 2003 года, в общем-то, сомнений никаких не было, что этот игрок будет одним из, наверное, такой градообразующим в этой сборной. Артем Соколов не единственный представитель якутского «Пульса» в элите юношеского футбола страны. Цвета Краснодара защищает Никита Фурин, выступавший вместе с Артемом на республиканских и всероссийских соревнованиях. Его команда закончила первый круг на 3-й позиции турнирной таблицы. Обоим путь в большой футбол открыл заслуженный тренер республики Василий Ивочкин.
И вот Никита, он такой очень скромный у нас, но я говорю, он 2 года был таким у нас мощным лидером, он прям всю команду тащил на себе. И за пределами поля он был таким цементообразующим, знаете, вот звеном, началом в команде, который, вот, значит, мог сплотить команду вокруг себя. То есть мы куда-то выезжали на соревнования, я никогда не беспокоился, что будет какое-то нарушение дисциплины там или что-то, ребята у нас могут там что-то сделать такое, какой-то проступок. Никита все время был примером для команды. Под началом Василия Викторовича мархинская команда «Пульс» в 2015 году стала победителем всероссийского турнира «Кожаный мяч». Выиграл Дальний Восток, а все же Дальний Восток – это неплохой уровень команд был. И все Хабаровск, Владивосток, Сахалин. Он смог обыграть и поехать на финал, и достойно представил республику. Это впервые. Василий Ивочкин начал свою карьеру около 18 лет назад, в 2001 году, когда в Мархе построили новую каменную школу, здание старой передали местной администрации. Тогда и возникла идея создать здесь секцию футбола. Основная задача тогда была оторвать детей от улиц. Пару лет назад на месте этого пустыря стоял культурно-оздоровительный центр «Пульс», имя которого и получила футбольная команда. Именно здесь ребята и начинали свои первые шаги в большом спорте. И здесь начиналась история команды. Сейчас у Василия Викторовича около 60 воспитанников разных возрастов. Тренер считает, что секрет успеха в том, чтобы подобрать ключ к каждому ребенку. Результаты определенные у мальчишек. Их как раз была группа, приходили на тренировки они 6, 7, 8 человек. И вот с ними было легче намного работать. Я с ними как тренер мог работать индивидуально, каждому ставить какие-то определенные его технические навыки. Кому-то левую ногу, кому-то там поставить удары головой, кому-то там, допустим, обводку, финты. И вот идет более такая точная шлифовка именно в технических элементах у детей. Ведь наша задача до 12 лет научить ребенка всем техническим элементам. Благодаря якутской команде «Пульс» Артем и Никита сегодня выступают за ведущие клубы России, а также вызываются в юношескую сборную страны. Ребята после зимнего перерыва продолжат работать на тренировках и официальных матчах для того, чтобы в один день получить вызов в главную команду страны – национальную сборную. Я желаю якутским парням, которые занимаются футболом, конечно, поставить себе цель и двигаться к ней, несмотря ни на что. Юрий Осипов, Максим Кардозу, Григорий Николаев, Семен Семенов, Джур Березкин. Якутия. День за днем. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.